скачущим давлением Адам Барханоев страдает уже долгое время. Медпункт он посещает чаще, чем хотелось бы, иногда даже 2 раза в день. Местные врачи для него вроде спасательного круга, который с появлением новой амбулатории стал еще крепче и придает уверенности в завтрашнем дне. داك يستخرج من الكيتش باش تلو تعطي عزم تحقق سكوري حيوا خاكيش يا يرتج حتى حتى انه لازم يترستروي كاش يولي كورتي رج يعني удобно сам бахабак это болжа узбах проблем خنيات شو هذيك это болж حج شنو تقواش حد واش ديش العام ده حد اخر لور حيش لور حيار ما توخر ديش ما حد انا اللي نشكي اخر ما استو عندك это باخر. Светлые, теплые, а главное удобные для приема пациентов кабинета. Такие условия для медработников амбулатории сельского поселения Яндари еще год назад были только мечтой. Теперь реальность, в которой они оказывают комплексную медицинскую помощь без очередей и каждому. Долатхан Хашагульгова фельдшер с 45-летним стажем. Такого комфортного обслуживания пациентов она не припомнит за всю свою медицинскую деятельность. Старый здание, старый здание, гинекология, лаборатория. Стоматология отдельно еще. Стоматология, старое здание тоже. Стоматология перевести Деодарц, лабораторию сюда перенесли, гинекология здесь, педиатрия, все вместе работаем. Условия, если сравнить здесь, конечно, это несравнимые условия. Разница очень большая для нас и для пациентов. Ну, во всем. Отдельно процедурно-прививочный у нас, мы там не могли себе этого позволить, у нас общий был совмещенный. То есть пациенты, хотя это положено по Санпину, чтобы они были раздельно, здесь они у нас оборудованы и полностью плиткой уложены. В общем, в принципе, ничего не могу сказать. Разница большая, конечно, очень. Наличие такой оборудованной и соответствующей всем требованиям амбулатории без преувеличения связано с вопросом жизни и смерти. На учете в медпункте около 12 тысяч человек, как взрослых, так и детей. В прежних условиях об их комфортном обслуживании и речи не шло. Из-за нехватки помещений на более 20 работников приходилось всего 4 кабинета. Теперь у каждого специалиста есть свой современным оборудованием для проведения различных анализов и обследования. Мы КТГ плода делаем, у нас все обследования, РВИ, гепатиты для беременных, биохимические анализы, кровь, моча, эти все анализы у нас делаются на данный момент. Все эти анализы нам предоставляются, хорошо выполняются, анализы дорогие, не все женщины у нас имеют возможность их платно проводить, поэтому в данный момент у нас есть такая возможность бесплатно их обследовать. Это нам даже очень выгодно, доступно, так как население большое. У нас беременных очень много. У нас получается их обследовать. Новое здание состоит из 8 медицинских кабинетов, расположенных самым удобным способом как для пациентов, так и для врачей. Бок о бок здесь трудятся терапевты и педиатры. Прямо от них разместились процедурная, смотровая и лаборатория, где пациенты, спокойно сдав все анализы, могут пойти в кабинеты УЗИ и ЭКГ. В прежней амбулатории эти процедуры, как и физиотерапию, проводили в одном кабинете. Медработники ежедневно получали большой заряд облучения. Теперь раздельные помещения обеспечивают безопасность как врачей, так и пациентов. يرتقي أمبولاتوري سو إخوة سو больницы клинма но ерж ахтыбы доступно бы хачва лориш дики бьешь бода су лориш кидал кала машин дуклахту халишкане су нa'рифу يرجع один за одним машин нажи нахи обслуживать ахар цедури ухмуш барина что дик хамдых знаха могуш баш наха любое время хашбякче хаж кабинет условия ерд именно ахан ток оти аппарат хамаш сахал биш мичи ахар бо Бог бежбер, алхамда, сам ахарен, дик Бог бежбер. Молодой Бог лой бо общдокка хабяка арахар дяхар. Алхамдулилlah, сон дик. Дик хош жолурж дя хош. Она же хайс шихална. Хади яхту, рост, вес полностью измерять ту. Харбир что дик хош. Условия одики. Просто на кабинет чодики. Чодик хош. Прививка шихан ханаю.
Получать медицинскую помощь в комфортабельных условиях и на современном уровне. Амбулатория в полной мере соответствует этим требованиям. Построили здание по программе «Устойчивое развитие сельских поселений» и рассчитано на 20 посещений в день. Впрочем, здесь это число уже перевалило за 40. Желающих пройти профилактическое обследование в разы увеличилось. Этому способствует новое здание, а также его удобное расположение. زين ميرت يخوض أبلا خوش هاي بنشين يجود كي ديال راسل يتاشن برك الله لوش مسين ديال راسل وحاجة سو يتاشن مسين ديال جود ديك سميت يد خوش حد واحد دوا ودوم نيوش مسي ودوم سيوش حاجة مزلوش هم ورج بيجي زين كي واقع قصوش حاجة ديكي مزلوش مزلوش هم جادك أتبوز وحيش ومسان بيسن شو زاير شو سكوري حي ده حي ماضي ددي بيجي ده ما جادك حي Особое внимание в медицинском учреждении уделяют и рабочим кадрам. Всего здесь трудится 44 специалиста по различным направлениям. Это терапевты, педиатры, фельдшеры и медсестры. Очень много местных сотрудников, что в терапии у нас, что в педиатрии. В принципе, уже обученные молодые девочки пришли, очень грамотные. В принципе, вот с этим у нас сейчас проблемы. Это знаете, как удобно. Любые там выходной день или какое-то экстренное какое-то, да, случилось ЧП, бывает такое. Если они живут в селе, очень удобно, быстро вызвать можно, в любое время они доступны. Свою деятельность амбулатория начала в марте прошлого года. Тогда же приняла и первых пациентов. Развитие медицины и более широкого внедрения современных технологий в эту сферу – один из приоритетов государства. Этому уделяет внимание и руководство республики. Жарадат Хулухоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.